На нескольких АЗС компании «Башнефть» запустила пилотный проект постоплаты за топливо. То есть можно сначала заправиться, а потом платить. Задать объем топлива автолюбитель тоже может сам, без кассира. Пилотный проект начал работу 2 недели назад. Наша съемочная группа решила узнать у автовладельцев, насколько удобна и понятна система. Подробности далее. Если вам литраж или сумма нужна, сначала нажимаете кэш или литры, вводите пистолет, вставляете. Так что водитель уже сам, без участия кассира, может задать объем топлива. На колонках для этого появилась специальная панель. Машина сначала заправляется, а потом идет оплата за бензин. Если же, как по старинке, просто вставить пистолет и зафиксировать рычаг, то автоматически начнется заправка до полного бака, если рычаг не отжать обратно. Пилотный проект «Башнефть» запустила на 2 станциях в Уфе и 1 в Екатеринбурге. Постоплата топлива на АЗС «Башнефти» запущена с целью увеличения пропускной способности автозаправочных станций и, соответственно, экономии времени водителей на заправку автомобилей. Топливо начинает заливаться в бак непосредственно после того, как клиент вставил пистолет в горловину. Пилотный проект работает пока 2 недели. Сотрудники АЗС рассказывают водителям нюансы нововведения. Компания намерена оценить эффективность такой модели, а следовательно и решить вопрос ее масштабного внедрения. Мы решили поинтересоваться у водителей, насколько им удобна такая система постоплаты. Мнения разные. Сколько надо залил, пошел, оплатил, и без проблем, и очереди долго не стоишь. Первое время было трудновато в плане того, что еще пока изучали это, изучалась систему. Потом уже проще, это быстрее стало. На самом деле все равно. Но что так удобно, что так было удобно. Какая разница? Испробуй, потом ясно будет, пока не понял все. Я видел такое в Москве, раз что и в Уфе теперь появилась такая возможность. Может быть, это удобно, пока не понимаю, если честно. Очень шикарно, очень удобно. Мне очень нравится. Система постоплаты в целом далеко не новая в мире. На своих АЗС ее, к примеру, внедрил «Лукойл» 3 года назад. Автолюбители, заезжающие на красно-белые заправки, давно освоили систему. Сначала было недоумение, а сейчас, все, привык к этому. Намного удобнее, нежели стоять в очереди в кассе сначала оплачивать, потом возвращаться. А так поставил, все, знаешь, сколько, за что ты платишь. Удобно, то есть поставил пистолет, пошел туда. Буквально где-то, наверное, минуту, то есть полный бак заправился и сразу оплатил. Не надо стоять здесь ждать. В компании отмечают, очереди по сути исчезли, как и лишние операции. Также процесс режима постоплаты позволяет исключать ситуации, когда предоплаченное топливо не помещается клиенту в бак автомобиля. Это экономия времени наших клиентов драгоценных и наших продавцов. Так что как заправляться и как платить за топливо, водитель решает сам. Некоторые и вовсе используют приложение и покупают бензин, не отходя от колонки. Все это вопрос личного выбора, который и дают на заправках в республике. Эмиль Басарей, Виктор Миренков, Шамиль Каримов, Ильдар Давлетов и Рустем Галлямов. Новости Уфа.